Вашему вниманию представлен бой номер 2 открытого ринга. В красном углу спортсмен клуба «Спарта» Коснелев Егор. Ему 12 лет. Вес спортсмена 37 килограмм. В синем углу Логинов Константин. Спортсмен клуба «Нокаут». Ему 10 лет. Вес 36 килограмм. Как вы видите, оба спортсмена без разведки начинают бой. Активно работают руками и ногами. Вот мы слышим подсказки со стороны зрителей, тренеров. Вот. Очень хорошо работает спортсмен красного угла. Работает ногами. Что с правой, что с левой ноги. Немножко остановился спортсмен синего угла Константин. Мы слышим, что подсказки с угла, что работай сам, но тем не менее он все же немножко приостановился и попадает, тем не менее. попадает, да, попадает хорошо. Мы видим, вот сейчас удар был в корпус, обманывает, может немножко давит его то, что спортсмен, противник его, постарше возраста, может. Рефери останавливает. Рефери, кстати, этот бой реферит у нас Тюхтин Максим, представитель клуба «Нокаут». Является чемпионом республики по кикбоксингу и по карате. Вот. Ну, мы видим, да, бой идет, в принципе, в равном, обоюдном темпе, что и первый, и второй номер работают довольно неплохо. Ну вот я смотрю, Егор Син ногой пытается отталкиваться, теперь держит на дистанции как-то. Насколько оправданно, неоправданно такое. Ну, это, в принципе, специфика тэквондо. Они работают больше ногами. Закончился первый раунд. Активность спортсменов была довольно высока. Рубка в начале. Да-да-да, вот в повторах видно, как ребята обоюдно работают. И один, и второй номер. Идет подсказка. Подсказывают тренера. Объясняют ведение работы боя. Мы видим, как уверенно себя идет спортсмен красного угла. То есть немножко растерян спортсмен синего угла. Видно, пропустил все же парочку хороших ударов. Начался второй раунд. Ты ему что-то рекомендовал там? Что посоветовал? Да, советовал ему, вот, как ты сказал, активность работает спортсмен, ногой работает активно. Я посоветовал ему делать сбив ноги рукой и встречать рукой на противника. Но мы видим, да, что он работает два удара, вот в данный момент, да, кидает два удара руками и уходит назад, а должен был идти наоборот вперед. Мы видим, как я вот подсказываю ему с угла, что не останавливаться, чтобы он шел, вел атаку. Вот. Ну, спортсмен пошел красного угла довольно неплохо. И в голову, и в корпус двумя ногами работает. И попадает много. Попадает, и мне даже кажется, что, если я не ошибаюсь, сбил дыхание спортсмену синего угла, потому что Костя начал просто пятиться назад, уходить. Да, он почувствовал себя увереннее уже, так стал нависать, продавливать. Да, конечно. Хорошая была комбинация, то есть ударил в ножку, оттянул и потом кинул два удара. Все же лоу-кик, если бы он бил лоу-кики пожестче, может быть, специфика боя и динамика боя, результат боя был бы совершенно другой. Но мы видим, что Константин не вкладывается. Несколько однообразно, он пытается бить в голову, я смотрю, просто спортсмен Спарта закрывается, сразу жесткий блок, фокус, все. Да, видит, уверенно себя ведет, видит. Опыт есть опыт, возраст. Если у взрослых возраст это еще не особо, фактор, да, такой, то у детей, конечно, фактор это огромный. Ну, вес спортсменов одинаковый. Пропускает, мы видим. Работа в защиту идет. И
ногой. Вот как раз тот момент, когда пропускаем. Мы видим 2 удара в корпус. Корпус жестко. И, наверное, вот здесь дыхание-то вон подсбито, да? Угу. Успокаиваю спортсмена, говорю, еще поработай еще 1 раунд. Объясняю ему, как вести бой. Ну, мы видим, что спортсмен красного угла как бы уверенно, он чувствует, что он выигрывает, и как бы подсказок особых и нету, в принципе. Если после первого раунда были подсказки, то после второго раунда уже тренерский состав не подсказывает. Ну, вот 3-й раунд этого боя. В принципе, спортсмен красного угла потихонечку, уверенно, я считаю, что набирает темп, набирает очки и является сейчас положительным, скажем так. Ну, зарабатывает. Да, Это же, конечно. по-моему, работает так спокойно, просто выцеливает. Чаще всего один какой-то. Такая уверенность чувствуется, да, видите, как он Легает ногами. Ну, так, да. можно сказать, конечно, и так. Ну, 2 удара пытается выполнить в прыжке, но не получается. Еще раз. Ну, такие удары не оцениваем, мы, конечно, мы оцениваем четкие удары, а это, скажем так, он просто положил ногу на... Константин что-то пошел вперед, воспользовался моментом, когда Егор оказался полубоком на одной ноге. Вообще-то хорошо взорвался. Вот хорошо поймал. Мы видим, как агрессивно подсказывает Константину отец. Может, это и влияет на то, что он все-таки, ну, идет. Стимулирует его. Да, конечно. Потому что многие спортсмены ждут именно, ну, не хватает им этого того, чтобы подсказал им там агрессивно тренер или родители, или зрители. Мы видим, зрители немножко так притихли, смотрят, пару родителей там подсказывают, включают, а в основном все зрители больше смотрят. Поддержки такой пока особо нет. Или они просто не знают, как подсказать, как... Что говорить, кроме вперед, давай. Да. Ну, закончился 3-й раунд. 3-й раунд, я считаю, все-таки Константин забрал за собой. Да, ну, по по 2 предыдущих он проиграл. Ну, так, по сути. Да. Ну, итог этого боя, что Коснарев Егор с клуба Спарты победил. Победителем.